В эфире телеканала «Юрган Крик», криминал-комментарии, в студии Таисия Жакова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Накрыли стол. В Микуне задержали похитителей алкоголя и закусок, дважды обворовавших магазин в новогодние каникулы. Осторожно, кооператив. Очередную финансовую пирамиду под видом кредитной организации прикрыли в Коме. Подкуп на трассе. Водителя из Ростова поймали на взятки сыктывдинские автоинспекторы. Усть-Вымские полицейские по горячим следам раскрыли кражу в одном из сетевых супермаркетов в Микуне. Под финал новогодних каникул два парня похитили из торгового зала алкоголь и закуску. Причем приходили злоумышленники в магазин дважды. Подробности у Натальи Литкевич. Хищение товаров в сетевых супермаркетах происходит регулярно. Наплыв покупателей большой. За каждым сложно уследить. В магазине о пропаже товара узнали вечером 8 января. Просмотрели записи камер видеонаблюдения. В ходе изучения видеозаписей было продавцами или администратором один из магазинов, расположенного в городе Микуне, выявлено хищение нескольких бутылок водки и салатов. После изучения видеозаписи были лица нами отождествлены. Оказалось, злоумышленники наведывались в магазин дважды. В первый раз около 4:30 вечера. Но через 3 минуты, прихватив похищенную бутылку водки, вышли. Через пару часов вновь посетили супермаркет. А на этих кадрах с другой видеокамеры видно, чем два жителя Микуня занимались в торговом зале. Пока один из парней подошел к витрине и стал осматриваться, его подельник выбрал салат и спрятал в карман. Затем дошла очередь и до спиртного, которое было сначала в руках, а затем чудесным образом исчезло при выходе из торговой точки. Продавщица заподозрила неладное и обратилась к охранникам, которые вызвали стражей порядка. В ходе проведенных УРМ и просмотра видеозаписей с камер наблюдений данные лица были установлены и задержаны в порядке 91 статьи УПК РФ. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Подозреваемые двое безработных парней 21 и 24 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. В этот раз их добычей стали 4 бутылки водки и 3 салата общей стоимостью в 1000 рублей. Тару из-под похищенного полицейские обнаружили в квартире одного из фигурантов. За кражу группа лиц по предварительному сговору им грозит до 5 лет колонии. Хотел примириться с любимой женщиной, а устроил поножовщину прямо на ее рабочем месте в офисе страховой компании. Сыктывкарский суд вынес приговор 42-летнему Александру Калошину. Инцидент случился в октябре прошлого года. В офис зашел высокий мужчина и сразу двинулся в сторону одной из сотрудниц. Увидев агрессивно настроенного сожителя, она в страхе попятилась назад и тут же получила удар ножом. В присутствии большинства посторонних нанес не менее одного удара в шею потерпевшей, также попытался нанести еще один удар в область шеи потерпевшей, однако ввиду того, что потерпевшая оборонялась, он попал ей по левому предплечью, а также пытался еще нанести один удар в область шеи, однако его действия были пресечены посторонним. Один из посетителей ринулся на нападавшего и предотвратил третий удар. Раненая убежала в соседний кабинет, где ей оказали первую медицинскую помощь. Мужчина с ножом попытался скрыться, но входную дверь заблокировали клиенты. Несмотря на большую кровопотерю, пострадавшей удалось выжить. Женщина рассказала, что накануне рассталась со своим сожителем, который ее приревновал из-за того, что она не ночевала дома. С ним разговаривал, якобы девушка изменяла ему. Накануне этого они поругались, он ее избил, и она его выгнала. Он просил прощения, она его не прощала, и он после выпитого набрался храбрости. Пришел он уже целенаправленно с ножом, решил причинить ей телесные повреждения. С его слов убивать не хотел, но повреждения, характер их, места, куда он и наносил, позволяют нам говорить то, что он все-таки хотел причинить смерть. Оказалось, незадолго до преступления мужчина подошел к офису, но примирительного разговора с женщиной не получилось. Калошин уверял, что убивать сожительницу не хотел, собирался лишь попугать. За покушение на убийство суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Председатель кредитно-потребительского кооператива «Народная касса» Александр Юдин выслушал приговор Сыктывкарского суда. Его признали виновным в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере. По версии следствия, с апреля 2014 года по декабрь 2016 он не перечислил в бюджет более 5,5 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц, удержанного с процентов по договорам займов. Между тем, сейчас идет полным ходом разбирательство по уголовному делу об обманутых вкладчиках. Финансовые иллюзии в репортаже Эдуарда Бушуева.
Денег нету пока на сегодняшний день. Подождите, что говорит, приходите через неделю, через 10 дней, там потом приходишь, опять скажут через неделю. Сыктывкарский пенсионер Анатолий Григорьевич – один из сотен вкладчиков, попавших в заманчивые сети КПК «Народная касса». Пайщиком кредитно-потребительского кооператива мужчина стал еще летом 2015-го. Вложенные 140 тысяч рублей по 2% в месяц ему вернули вместе с начисленными дивидендами и предложили подписать новый договор. Сыктывкарец вложил 250 тысяч рублей и потом горько пожалел. Вот когда надо, вот деньги, вот я снимал по 5 тысяч, а больше не дают. Люди приходят, все говорят, что денег нет пока, ждите. При мне мужчина приходил, и мне, говорит, операцию ложат, мне, говорит, нужны деньги. Приходите, говорит, через 2 дня, через 3. Не знаю, получил, не получил, но ушел без ничего. Сотрудники полиции, которым буквально посыпались заявления обманутых пайщиков, выяснили, Народная касса открыла свои двери в офисе по улице Орджоникидзе в апреле 2014 года. Кооператив брал у населения вклады под 42% годовых. В то же время выдавал займы на кабальных условиях, вплоть до максимальной ставки 2% в день. При этом размер процентов по вкладу минимум в 2 раза превышал банковские проценты. Проценты по займам превышали 100% годовых. При этом проверка самих заемщиков кооператива фактически не осуществлялась, вследствие чего у нас появился большой процент невозврата денежных средств по данным займам. Проведенная судебно-математическая экспертиза пришла к выводу, что в деятельности КПК «Народная касса» присутствуют главные признаки финансовой пирамиды. Выплаты по вкладам идут за счет средств новых пайщиков, а это неминуемый крах надежд для тех, кто в конце списка. В течение 3 дней вы обязаны были выдать мне деньги. Мне дайте денег. Я прошу деньги. Вот. Я денег прошу, я ничего больше не прошу. Мне выдайте и скажите конкретно, какой день прийти, Юлия Васильевна, выходите, пожалуйста. Нет, я не выйду, мне дайте деньги. По факту мошенничества и организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере возбудили уголовное дело. 236 пайщиков из 500 официально признаны потерпевшими. У одних сумма вклада была минимальной – 30 тысяч, у других достигла 2 миллионов рублей. Еще порядка 100 человек в Сыктывкаре и Ухте до сих пор не обратились в полицию. В качестве подозреваемых по делу проходят 2 сотрудницы кооператива. Они сейчас под домашним арестом. Председатель Александр Юдин, которому суд за налоговое преступление назначил штраф в 150 тысяч рублей, пока проходит по делу свидетелем. Еще не опрошенных пайщиков полицейские просят позвонить по указанному телефону. Родственники и сотрудники полиции Сыктывкара устанавливают местонахождение пропавшего без вести Иванова Сергея Арамаисовича, 1964 года рождения. В первых числах ноября прошлого года мужчина ушел из дома по улице Тентюковской, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, рост 175 сантиметров. Злоупотребляет спиртными напитками, ввиду наличия инвалидности, отличается особенностью походки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Иванова, стражи порядка просят звонить по указанным телефонам. Необычный канал поставки наркотиков пресекли сотрудники управления ФСБ по Коми. В феврале житель Усинска воспользовался услугами курьерской службы доставки и заказал в Петербурге некий элемент декора. Оказалось, в гипсовом диске заложена нелегальная начинка почти 300 граммов гашиша. 3 брикета были плотно заклеены скотчем. Получателя посылки, 29-летнего мужчину, задержали, а вот личность отправителя сейчас выясняется. По факту покушения на приобретение растительного дурмана в крупном размере возбудили уголовное дело. Санкция – до 10 лет лишения свободы. В Сыктывдинском районе близится к завершению расследование уголовного дела по факту передачи взятки сотруднику ДПС. Встреча автоинспекторов и подозреваемого из Ростовской области случилась в конце октября прошлого года на 770-м километре трассы Вятка. Автоинспекторы остановили колонну из 3 грузовиков, водители которых не прошли предрейсовый осмотр. Мужчина, сопровождавший груз, предложил полицейским договориться по-хорошему. Чем все закончилось, знает Антон Булаев. В тот день экипаж ГИБДД дежурил на 770-м километре автодороги Чебоксары-Сыктывкар, вблизи райцентра. Днем внимание инспекторов ДПС привлекли 3 грузовика, которые перевозили спецтехнику. Колонну полицейские решили остановить для проверки документов. Перевозили, трактора, негабаритный груз.
И при проверке документов выяснилось, что у некоторых автомашин водителей непосредственно не были пройдены предрезвые медицинские осмотры, технические осмотры транспортных средств, отсутствовали документы на право управления транспортными средствами. Водители были приглашены для составления водительских материалов, но старший, кто сопровождал данные грузы, захотел переговорить с инспектором ДПС для того, чтобы не составлять материалы. Экспедитор предложил стражу порядка договориться. Полицейский в ответ напомнил ему об уголовной ответственности. Вместе с инспектором мужчина проследовал в патрульный автомобиль. Ничего, пишет? Как ты пишешь? Пишет? Все пишет? Серьезно. Серьезно? Ну что, без путевки ездить? А? Сопляк противовал. Сопляк противовал? Ну, мы уже, если честно, уже больше 2 месяцев дома не были. Ну, понятно. Представляешь, нет. Оказавшись в салоне автомобиля с автоинспектором наедине, мужчина вновь начал провоцировать стража порядка. Что это? 3 рубля. А? С машины. Да это взятка, вы что, смеетесь, что ли? Чего? Значит, взятка? Не. Какая взятка? Это не взятка, это просто... Как нормальный мужиков. Нормальных мужиков? Да. Тебе положу туда, да? Это ответственность. Куда кидать? Кидаете? А? Кидаете, да? Да. Спасибо, ребят. Ну, пойдемте. Спасибо. Купюры мужчина положил в бардачок машины ДПС. Передачу денег зафиксировала видеокамера в салоне патрульного автомобиля. О случившемся сотрудники ГИБДД незамедлительно сообщили в дежурную часть. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В отношении 58-летнего мужчины возбудили уголовное дело. При первоначальных даче показаний мужчина, свою вину не признал, сказал, что данный факт отрицает. Сам он является уроженцем Ростовской области, города Шахты. Мужчина находится на пенсии, с его показаний помогал своему другу сопровождать данные грузовые автомашины. То есть постоянного места работы не имеет, не трудоустроен официально. 3 купюры по 1000 рублей, а также запись видеорегистратора стали главной уликой по уголовному делу. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде. Пенсионеру из Ростовской области, пожелавшему сэкономить время и не оформлять административный протокол, теперь грозит до 2 лет колонии, а также штраф в размере до 10-кратной суммы взятки. Два года лишения свободы грозит нерадимому водителю из Сыктывкара за ложный донос. Вечером 18 февраля на единый телефон экстренных служб 112 позвонили жильцы дома 49 по улице Морозова, которые стали случайными очевидцами ДТП. По их словам, водитель иномарки не справился с управлением и на высокой скорости протаранил снежный бруствер. Виновник аварии серьезно пострадал. На место происшествия выехали медики, а также автоинспекторы. Были заметны следы, что водитель автомашины совершил наезд на снежный бруствер и оставил автомобиль. Кроме того, никого в автомобиле не было. Впоследствии дежурная часть установила владельца автомобиля. Позвонив на телефон, владелец автомобиля сказал, что автомобиль ранее был продан. Полицейские связались с новым владельцем иномарки и пригласили его составить протокол. К удивлению автоинспекторов, на месте происшествия 23-летний сыктывкарец оказался уже через пару минут. На лице молодого человека имелись свежие ссадины, а сам он был в сильном подпитии. Стражей порядка парень заверял, к ДТП никакого отношения якобы не имеет, а затем и вовсе заявил об угоне. Впоследствии, общаясь с сотрудниками уголовного розыска, он рассказал, что на самом деле историю об угоне он выдумал для того, чтобы избежать административной ответственности. Молодой человек, управляя автотранспортным средством, находился в состоянии алкогольного опьянения и, совершив ДТП, покинул место происшествия. Уйти от ответственности молодому человеку не удалось. За то, что водитель покинул место аварии, а также управлял автомобилем в нетрезвом виде, инспекторы составили в отношении него административный протокол. Кроме того, за ложный донос 23-летнего сыктывкарца привлекли к уголовной ответственности. Теперь, кроме крупного штрафа и лишения прав, владелец иномарки может угодить в места не столь отдаленные на 2 года. Программа «Крик. Криминал-комментарий» подошла к концу. С вами была Таисия Жакова. Этот и другие выпуски программы ищите на нашем сайте jurgen.rf. Итоговый обзор криминальных событий региона смотрите в пятницу. До встречи на телеканале «Юрган».